1 ноября в России начался осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. По информации Минобороны России, до 31 декабря в армию для несения срочной службы призовут порядка 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Сегодня в городе Канаш состоялся очередной осенний призыв. С призывниками проводили беседу о военных подразделениях, войсковых частях, а также предоставили информацию о службе по контракту, критериях отбора и условиях приема на службу, социальных гарантиях и льготах, предусмотренных для контрактников. Всех призывников осведомили о том, что военная служба несет за собой ответственность военнослужащих за безопасность и спокойствие страны, государства. Как вы оцениваете сегодняшний уровень патриотизма у нашей молодежи? Я думаю, положительно оцениваем, потому что это мы работаем и с администрацией города Канаш, Канашско-Виянского района, проводим различные мероприятия. И частичная мобилизация это и показала, что и молодежи, и граждане, пребывающие в запасе, достойно. Парень, если уже готов идти в ряды вооруженных сил Российской Федерации, уже ищет, какие рода войск, определяет, с нами согласовывает, проходит, порой даже требует. Поступивший на военную службу по контракту имеет много возможностей и перспектив. В ходе беседы выяснилось, что призывники в отношении военной службы настроены положительно. Я родом из Канаша, Чувашская республика. Что вы окончили, где вы учились? Учился в медицинском колледже в Канаше, следовательно, и закончил его тоже. В какой специальности учились? В специальности лечебное дело. Сейчас я работаю на скорой фельдшером. Есть ли желание служить? Да, конечно. А в каких войсках вы бы хотели служить? В медицинских. То, что связано с медициной. Есть ли волнение, переживания? Определенно. Все-таки меняется место, то, где ты будешь проводить время, где ты будешь жить, с кем ты будешь общаться и так далее. Также съемочная группа побывала в кабинете, где призывники проходили медкомиссию. Врач общей практики Ольга Васильева обратила внимание на положительное состояние здоровья призывников. Здоровье наших призывников, оно хорошее, что это очень радует. Все-таки диспансеризация в детской сети, диспансеризация во взрослой сети, оно положительное влияние оказало. Перед отправкой в войска у всех призывников пропускаем через медицинскую комиссию. Смотрят подробно все врачи специальности, проходит флюорография, анализы, кардиограмма снимается. И на основании всех этих осмотров и исследований выносится общий вердикт. И выносится категория годности на основании 565 приказа. Категория годности А – это годен к военной службе, человек подлежит призыву. Категория годности Б – годен с незначительными ограничениями, человек, тоже гражданин, подлежит призыву. И эта категория граждан, она призывается. Также выносится заключение категории годности В, ограниченно годен, Д, не годен к военной службе, и Г, ограниченно, временно не годен к военной службе. Эта категория лиц не подлежит призыву. Все осознают, что военная служба, она нужна, страха перед службой у них нет, это очень радует. По завершении призывной комиссии Юрий Барышов рассказал, когда призывники отправятся на военную службу. Сегодня завершилась первая призывная комиссия в городе, муниципального образования города Канаш. 14 ребят прошли призывную комиссию. Никаких у них волнений, никаких я не заметил, как заместитель председателя призывной комиссии. Все с желаниями. В ходе мы беседы еще с утра им разъяснили, и родителям будем в дни отправки говорить, что и министр обороны говорил, и военный комиссар Чувашской республики, что лица, которые призваны сейчас осенний призыв на территории Донбасс, Луганск, эти края не будут отправляться. Что касается по родам войск, вот мы сегодня рассмотрели и ракетные войска, и сухопутные войска, и центрального подчинения. И есть ВДВ. Первая отправка у нас будет 7 числа. 7 отправка. Приглашаем традиционно родителей, и церковных работников, и СМИ. На первую отправку давайте, пожалуйста, соберемся и проведем ребят достойно в ряды вооруженных сил Российской Федерации.